Героини нашего следующего сюжета – многодетные мамы. У них есть жилье, но документов на квартиру нет. Как так вышло и как решить проблему, разбиралась Анастасия Кобызева. Многодетная мама Анна Осекритова ютится в маленькой однокомнатной квартирке с 4 детьми. Она досталась еще ее матери в 2005 году при поступлении на работу в Сайсарское ЖКХ. В то время квартира была заброшена. Семья своими силами сделала ремонт. Вставили окна, двери, застелили полы. Мать Анны Осекритовой умерла 3 года назад. Еще при жизни женщина пыталась оформить документы на квартиру, но так и не смогла. У нее документы были в этом выделении, да? Вот эти документы она сдала вот какому-то депутату. Я вот точно имени, вот, к сожалению, не знаю. Ага, вот. И вот так вот документы на квартиру затерялись. Вообще сейчас никаких документов нет. Вот. За эту квартиру Анна сама начала бороться в 2016 году. Подала иск в городской суд, но там доказать своих прав на эту квартиру не смогла. Решение неутешительное – отказать в заключении договора социального найма. А потом я подала апелляцию в Верховный суд РЦЯ, а потом я подавала еще жалобы в Российский суд Верховный. В РФ писала жалобу, но тоже так же оставили без изменений. В департаменте жилищных отношений разводят руками. Многодетной маме там не раз говорили, оформить договор соцнайма невозможно по 2 причинам. Ну, первое, это то, что дом признан аварийным, непригодным для проживания, то есть здесь в силу действующего законодательства мы не имеем права такие квартиры распределять и заселять. Ну и оформлять соответственно. А второе, есть решения суда, которые уже устоялись, вступили в законную силу, которые приняты не в пользу Осекритовой. В департаменте Анне предложили комнату в общежитии. Женщина согласилась. Боится, что зимой может остаться с детьми на улице. А на Лонгиново мы предложим, да, буквально, где-то, наверное, до 10 сентября, может быть, чуть позднее там работа закончится. Она свое согласие выразила. Но вопрос повис в воздухе. Уже конец сентября. Срок заселения перенесли. В департаменте заверили, работы завершатся в конце этой недели. Я же вот за эту квартиру держусь, потому что мы же, маме же выделили то, что вот, поэтому я за эту квартиру. Таких коллизий в столице немало. Похожая ситуация произошла и у Татьяны. Ее мать проживала в комнате в общежитии с 1999 года и также не оформила права на комнату. И снова после смерти матери дочь столкнулась с рядом проблем. Результат обращения в департамент жилищных отношений оказался для нее шокирующим. Не дождалась ответа, и ко мне приехали из ДЖО, с департамента, и запечатали мою квартиру, комнату. Они сказали, что я не имею права тут жить, у вас никаких оснований нету, документов нету. Я предоставила все документы, которые мама тут жила, она платила за коммунальное, за свет, все платила. Они сказали, это все понятно, ничего это не поможет. По закону оплата коммунальных услуг не может быть расценена как обстоятельство правомерности проживания в спорном жилом помещении. Сейчас тишина, я не знаю, куда деть. С 2 детьми в преддверии скоро зима, я не знаю, куда идти, у меня родственников нету. Я с мужем давным-давно расстались, муж мне не помогает. Русский писатель Михаил Булгаков жилищный кризис называл безобразием. Тогда он думал, что это временная проблема, но он глубоко ошибался. И сегодня в 21 веке жилищный вопрос остается проблемой номер 1. Таких проблем, как у героев нашего сюжета, в Якутске немало. И как будет этот решаться вопрос, похоже, не знает никто. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Джулстан Иннокентьев, Якутск.